يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. Всем известно, что в последнее время участились нападки богословов из Чеченской Республики в нашу сторону, в сторону наших алимов, в сторону наших имамов, в сторону нашей молодежи. Обвинение состоит в основном в том, что мы находимся в таком течении, религиозном течении, которое исходит из исламского ученого по имени Ибн Таймия, который жил 7 веков назад. Как они определяют нашу принадлежность вот к этому течению? Они говорят, что мы приводим в своих проповедях тезисы из произведений этих ученых. Но это еще не страшно. Там приводить тезисы кого-то, любого человека, это допускается, это не противозаконно. Но хуже этого, они говорят, что именно это течение, к этому течению принадлежит и исламское государство. Каким образом? Они говорят, что в их выпусках журналов, их выпусках средств массовой информации, они, наверное, хорошо следят за этим, имя Ибн Таймия упоминается 58 раз. Считают. Значит, вот эти счетчики не зря они одели на пальцы, что-то должны считать. Они считают, сколько раз упомянули Ибн Таймия, сколько раз упомянули Мухаммад Абдул-Вахаб, Ибн Каим аль-Джаузи. И я вот думаю, а сколько раз мы упомянули имя Ибн Таймия в наших проповедях? Я думаю, в течение 22 лет, пока мы ведем проповеди, я, наверное, упоминал это имя, десяток раз, около десятка раз, не более. Это в течение 22 лет. Я не знаю, за какой период они считали у игиловцев, а у нас это было примерно в течение 22 лет, примерно десяток раз. Мы проводили цитаты из его произведений. Я не знаю, насколько близки наши вероубеждения к вероубеждениям представителей исламского государства, так называемого исламского государства. Но я знаю, насколько далеки наши вероубеждения вот от этих людей, от вероубеждений этих людей, которые считают, что им дозволено лгать, клеветать на людей, обзывать их разными именами и сеять смуту среди мусульман, среди представителей братских народов, среди представителей одного и того же народа. Наши вероубеждения от их вероубеждения сильно отличаются, потому что мы себе не позволяем такое и никогда не позволим, потому что наша религия, как я уже говорил, и наша культура нам запрещает это делать. Также поносить ученых, если даже они в чем-то где-то ошиблись. Любой человек ошибается. Только пророк не ошибался, саллаллаху алейхи ва саллям. Остальные ученые ошибались. Но ученых надо брать то, в чем они не ошиблись, то, в чем они правы, и оставлять то, в чем они ошиблись, если он может разобраться. Это огульная клевета. Во-первых, они на этом не останавливаются. Они говорят, что мы принадлежим к каким-то спецслужбам. Я не знаю, каким. Он не назвал, он тоже говорит, что не знает, каким, но говорит, каким-то спецслужбам мы служим. Я бы хотел выразить соболезнования этим спецслужбам, которые опираются на нас в своей деятельности. Их работа обречена на провал.
Потому что мы для этого не годимся. Наша открытость, наша наивность, наша простота обеспечит им полный провал, если на что-то на нас надеяться. Но для правоохранительных органов вот в таких высказываниях есть именно большое поле деятельности. Они обязаны проверить, действительно ли это обвинение действительное, реальное. Тогда они должны нас наказать, а тех, кто изобличил нас, похвалить, наградить, сделать его героем. Вот смотрите, какие у нас богословы. Объявить народу всему. Вот какие у нас богословы. Даже богослов регионального такого масштаба изобличает преступников, изобличает врагов государства. Наградить его тем самым. И сказать другим странам, Америке, вот смотрите, вы не можете с нами тягаться. Даже вот простые богословы регионального уровня, они у нас изобличают агентов спецслужб иностранных. А если мы служим спецслужбам России, тогда их тоже тогда их надо наказать, потому что они выдают государственную тайну. Вредят государству тем самым. А если они лгут, если это клевета, тогда должен вмешаться в суд и наказать виновного за клевету. Но вот последнее, вот это не случится, это я в этом уверен, потому что вот такие вещи у нас, за такие вещи не судят, за такие вещи у нас не наказывают. Но я хочу сказать одно. Если бы мы хотели услужить каким-то спецслужбам, то мы в первую очередь сделали бы для себя вот друзьями вот этих людей, которые нас обвиняют. Потому что они более защищены. С ними нам не было бы страшно ничто. Нас бы защитили от любых поползновений. Потому что здесь они полностью защищены. Это было бы намного выгоднее для нас именно быть в службе у них, на услужении. Здесь прямой удар и для руководителя нашего региона Евкурова Юлсбека. В последнее время он зачастил к нам, наладил какие-то связи с нами. Тогда выходит, что он подружился, сотрудничает с представителями спецслужб иностранных. Значит, он упустил что-то. Значит, это тоже удар именно ему, по его престижу. Не знаю, может, вот эта связь, которая наладилась в последнее время, последние месяцы, может, это спецоперация Юнусбека Бамткиревича. Хочет вывести нас на чистую воду и обличить, и потом сделать соответствующие выводы. Не знаю. Но в любом случае, как бы то ни было, я очень завидую его хладнокровию. Он как спецназовец, как истинный суфий, очень спокойно переносит вот такие нападки и в свою сторону, и в сторону жителей своего региона. Очень спокойно. Вот это действительно, я понимаю, действительно суфийский подход к таким вещам. Я вот слышал в кругу, довольно широком кругу, я присутствовал, как Юнусбек Бамткиревич говорил, если вот этот человек плюнет мне в лицо, я не стану мстить и сразу прощу ему за это. Вот у кого надо бы учиться действительно суфиям. Не ругать людей, а вот так прощать друг другу. И я думаю, что я тоже подумываю, не стать ли мне тоже таким же спокойным, не отвечать на выпады этих людей.
молчать, прощать, стать таким же суфием, затворником, терпеливым, смиренным, не отвечать на обиды, быть таким, как говорил поэт в свое время: молчи, душа, иди своей дорогой, обидчиков не помни и не трогай, спокойной будь, не трать пустых речей, не прячь лучей от бедности ничьей. Вот это я специально говорю на русском языке, чтобы облегчить переводчикам их труд, и чтобы случайно не исказили наши высказывания, наш разговор. Я снова хочу перейти на русский язык.